Школа номер 18 на ЛДО набирает штат учителей. Это объявление, на днях появившееся в соцсетях республики, живо обсуждается не только в педагогической среде. Окончание строительства новой школы с нетерпением ждет 20-тысячное население левобережных дач. В апреле степень готовности здания оценивалась 95%. На объекте, находящемся под личным контролем исполняющего обязанности главы Тувы, подрядчик работал и по выходным. Школу мы начинали в 2019 году. Мы 1 сентября сдадим школу. Школа готова, оборудование, инвентарь, все готово. В данный момент благоустройство идет. Мы успеем до 10 числа благоустройство заканчивать. И полностью уверен, я говорю, что 1 сентября дверь школы будет открыта для всех учащихся. Школу должны были сдать в прошлом году, но и из-за нехватки средств сроки перенесли. Недостающие 210 миллионов рублей были выделены после рабочего визита в Туву премьера Михаила Мишустина. Ускорению темпов способствовали и внеплановые проверки исполняющего обязанности главы республики. Работа кипит и на территории рядом со школой-красавицей. Решили сделать вот здесь, вот в этом участке, общественное пространство для ЛДО. Соответственно, благоустроить часть школы, то, что делается. Въезд, дорогу асфальтировать, сделать тротуар обязательно надо, да, получается, осветить. Стоянку большую, еще один въезд, который даже вне проекта делается. Въезд, тротуар. Вот здесь между школой, детскими садами, пристройками, вот это место, где вагончики стоят, оно убирается. Мы предполагаем с мэрией сделать остановку конечную. Плюс там сделать общественное пространство, ну, спортивную площадку, как это называется, воркаут, как вот на семейном сквере, да, чтобы могли приходить заниматься здесь дети ЛДО. Между детским садом и пристройками тоже вот здесь получается, видите, какое оно неблагоустроенное пространство. Здесь тоже отгораживаем, делаем детский городок просто для жителей. Это не касается уже школы, детского садика. Полностью здесь автодорога, 2 тротуара, то есть и вот здесь вот отгораживается зеленое насаждение. То есть мы хотим, чтобы, ну, получилось такое место притяжения для жителей. По последним данным, на левобережных дачах проживает около 2000 детей школьного возраста. 1 сентября новая школа номер 18 распахнет свои двери и в 2 смены сможет принять всех, уверены в департаменте образования Кызыла. Запись детей началась еще в апреле. В список внесено более 1000 школьников. Мадр Сандан, Владимир Сюртук, Ангер Оржак, Тува 24.